В этом выпуске я снова буду рассказывать про осетино-ингушский конфликт, который произошел 29 лет тому назад. Но вообще для меня было шоком, почему в пригородном районе так и не дают построить мечеть, потому что там проживает достаточно много мусульман. Посетил кладбище, где был шокирован надписи на надгробных камнях. Если судить по надписи на этом надгробном камне, то можно сделать выводы, что тела уже нашли после осетино-ингушского конфликта и предали их земле. Вот написано: неизвестный мужчина похоронен 19 апреля 1993 года. А также встретился с очевидцем тех событий, с Адамом Гадаборшевым. Нет, они говорят, не для этого вас убивали, не для этого вас жгли. В этой жизни очень много несправедливости, и как раз о ней я буду говорить в этом блоге. Всех моих подписчиков, а также постоянных зрителей я приветствую. Меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. Сегодня суббота, это значит, я говорю на очень важную, серьезную тему, которая касается жизни на Северном Кавказе, а именно Республики Ингушетия. Летом этого года я посетил одно из кладбищ, которое находится в Назрани, и там покоятся с миром жертвы, которые пострадали в осетино-ингушском конфликте 29 лет назад. Там, на этом кладбище, я еще раз убедился в том, что это был очень жестокий, несправедливый конфликт по отношению к ингушам. Меня шокировали могилы и особенно надписи на надгробных камнях. И после я отправился на встречу с Амиром Гадаборшевым, который также пострадал от этого конфликта. Поэтому, если вам интересна вся эта история, которую нужно знать, какой бы она трагичной ни была, тогда прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие блоги, а также прямые эфиры. Сразу ставьте лайк этому видео, пишите ваш комментарий, тем самым вы поможете в продвижении этого ролика, и другие зрители также смогут увидеть и узнать о всех тех событиях, которые произошли 29 лет тому назад в пригородном районе. Если вы хотите поддержать мой канал, то вся информация, как и реквизиты, внизу в описании под этим видео. И самое главное, сейчас никуда не уходите, досмотрите это видео до конца, чтобы потом не задавать мне лишних вопросов. Поехали! Впервые в своей жизни я приехал в мемориальный комплекс, который посвящен жертвам и людям без вести пропавшим в осетино-ингушском конфликте, который произошел в 1992 году. И на самом деле очень много несправедливости по отношению к этой замечательной гостеприимной республике, к республике Ингушетия и к ее жителям ингушам. И мне бы хотелось про это говорить, рассказывать. И самое главное, чтобы меня не обвиняли в том, что я разжигаю межнациональную рознь и так далее. Есть статья 29 Конституции Российской Федерации, где говорится о том, что я имею право рассказывать и показывать официальную информацию, которую, естественно, я беру из официальных источников, и распространять ее, в моем случае, с помощью интернета. Все, что я сейчас расскажу, на самом деле, это все доступно во всех источниках. Я ничего не выдумал, и буквально вы, если не будете мотать это видео и смотреть до конца, все поймете. И, пожалуй, начну я этот выпуск с указа о Дне памяти жертв трагических событий осени 1992 года. 30 октября 1992 года. Печальная и скорбная дата в истории ингушского народа, когда произошел конфликт между гражданами ингушской и осетинской национальностей.
приведший к гибели ни в чем не повинных людей. Эта трагедия навсегда останется в памяти народа для того, чтобы подобного рода конфликты никогда больше не случались, а взаимоотношения между народами Северного Кавказа строились на общечеловеческих принципах взаимопонимания, уважения друг к другу, собирательности и добрососедства. Отдавать дань памяти жертвам трагических событий осени 1992 года и выражая глубокую скорбь по невинно убиенным, соболезную их родственным, родным и близким. Постановляю, во-первых, установить в Республике Ингушетия памятную дату 30 октября, День памяти жертв трагических событий осени 1992 года. Во-вторых, в День памяти жертв трагических событий осени 1992 года на территории Республики Ингушетия в учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи. И третье, настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Президент Республики Ингушетия, город Магаз, 30 октября 2010 год, номер 217, Евкуров, Юнусбек. Воистину Аллах с терпеливыми, помним и скорбим. И здесь находится как раз таки тот самый мемориал и список жертв осетино-ингушского конфликта той страшной осени 1992 года в пригородном районе и городе Владикавказе. Посмотрите, сколько фамилий. Посмотрите, сколько людей погибло в той трагедии. В той, можно так сказать, этнической чистке. Сколько без вести пропавших людей. В общей сложности погибло 578 человек и 192 человека пропали без вести. И это только по официальным и установленным, как говорится, источникам. Те, кто погибли, они покоятся здесь, на этом кладбище, в городе Назрань. Вот уже на протяжении 2,5 лет я говорю о жизни и судьбе ингушского народа. И поверьте мне, это многострадальный народ, который во многие времена просто пострадал ни за что. Просто власть была несправедлива к этому народу. И я вообще не понимаю, за что так их не любят. Потому что у меня с этим народом за 2,5 года никогда не возникло каких-то конфликтов. А я другой национальности, я русский, да, я другого, как говорится, восприятия этого мира, другой религии, я христианин, а не мусульманин. Но почему-то мы находим общие точки соприкосновения, мы находим общий язык и прислушиваемся друг к другу, уважаем друг друга. Самое главное, понимаем. Да, если кто-то из нас совершает ошибки, мы, конечно, друг друга поправим, но это жизнь, мы все не роботы. Самое главное, чтобы был мир, как говорится, и ради этого мира нужно друг к другу прислушиваться. Вот так я решил на тему осетино-ингушского конфликта, на тему депортации 1944 года встретиться с Адамом Гадаборшевым, который проживает в вагончике в пригородном районе. И почему он живет в вагончике и какая его цель в жизни, я думаю, не мне это нужно рассказать, а рассказать самому Адаму, с которым я встретился в Магасе в одном из кафе. Адам, расскажите, пожалуйста, как вы попали со своей семьей в Казахстан? Точнее, ваша семья попала в Казахстан, вы там родились. Как вы там оказались? В 1944 году родители мои их выслали. На тот момент отец возглавлял 4 села, был председателем сельского совета и военным комендантом пригородного района. В селе стояло 2 госпиталя. И 40 километров по Науру окопы люди рыли. 3 дяди мои на фронте были, остальные в тылу помогали. Утром, ничего не зная, их собрали, сказали, на 23 февраля
отец через село заготовил скот, все было утром сварено. И когда подошли, где это был, всех мужчин арестовали, заставили оружие сдать. И вывезли в Майское. Отцу сказали: ты предатель? Отец сказал: я не предатель. И оружие не сдал. Он в реку Камбелеевку бросил пистолет. Предатели вы, которые переодеты в форме, мы думали, вы фронтовики, которые в тылу, оказывается, вы оперативники. Хотя мы уже догадывались. Ну, выставили в вагонах, в Караганде обосновались, там я родился. А в Караганду вы сразу попали? Или изначально поезд, как от родителей вы узнали? Куда вы изначально приехали? Попали в Акмолинск. В Акмолинск. Потом с Акмолинска перебрались в Караганду. Там мы жили. И как только возможность, отец вернулся. Ну, да, Также нас разворачивали. А потом здесь, в селе, дома были заняты стенами. В пригородном районе. Да, да, Куртати. Это родовое село Годоборшево. Старинное село. И 9 раз отца оттуда до Назрани милиция выпроваживала. Отец все равно возвращался. Так мы там и дом не вернули, мы так и зажили. Потом я уже взрослый стал, выехал в Сибирь, в Казахстане. Да. Мама с папой, они похоронены Там, здесь, в родовом селе. не в Мать с Казахстане. трудом дали похоронить после войны. Отец раньше умер. Дядя у меня был фронтовик. Ему не дали похоронить. В 93-м году он умер. Не дали. Глава сельского совета Тохтиев сказал, что не в земле, над землей ингуши здесь не будут. Я его похоронил на Назрани. В 92-м нас мы не ожидали. Единственное, несколько раз выбрасывали прокламации, и там русская православная церковь предупреждала ингушей, что вас будут выгонять, убивать, будьте готовы. Вы не поверили, да, в это? Ну, я работал за муфтием, я на прием пошел Бирагу, председатель правительства. Федаров был зампредседатель, как сегодня помню. Я говорю, вот, пишут, да, это кто-то специально имеет. С Грузией они разобрались в это время. Шойгу погон надел Галаза вот здесь, по поручению Верховного Совета генеральский, прямо здесь. Ну и 30 октября они устроили эту вендетту. Никто не знал. Спереди шли десантники, осетины со времен Лермонтова, как всегда, сзади. Разграбили села, старинную мечеть, 8 тысяч Коранов, я их по всему миру собирал. Жгли, потребляли на свои нужды и 450 ковров, которые народ собрал. Хотя в каждом доме были ковры, мебель, им этого было мало. Вот так мы оказались на 5-й день выбитые. Нам сказали, через 3 дня вы вернетесь. И вот всю осень, правда, я подключился в Баку, Казань, Москву, и начал с первого дня через духовенство поднимать этот вопрос. Мне давали площадку, надо должно отдать. Васильев, который сейчас в Госдуме сидит, он был начальник следственного комитета по нашему вопросу Москвы, МВД. Он засел броневик, вот на Назрани, где автостанция, где-то железнодорожный вокзал. И всю зиму наши женщины, старики простояли. Он сам принимал, говорил, пишите, я вам буду деньги выдавать. Как только тепло стало, это весь народ может подтвердить. Ночью все эти заявления были выброшены, там остались, а бронепоезд ушел. Сейчас он занимает, в Госдуме сидит. Вот так народ до сих пор. Потом Галазов заставил подписать наше руководство на 25 лет
С Казахстана ингуши вернулись, чеченцы, за 12 лет. Мгм. Уже навязали нам отказы от пригородного района. Вам помогут офшор. 25. За 25 лет много вот этих утекло. Там натуральное гетто. Вот вы сейчас проживаете в пригородном районе, в Куртате. Куртате, да. Я просто зрителям скажу, что мы за кадром общались, да, я немного уже знаю суть всей вашей проблемы. Вы живете в вагончике. Да. Вот скажите, почему вы живете в этом вагончике? Потому что, во-первых, у меня нет средств. Угу. Пенсию мне Осетия не выдает, хотя 10 лет я должен был получать. Мне говорят, убирайся отсюда. Какие основания? Раз они считают, что пригородный район — это их земля, почему они вам не выдают пенсию, почему они не исполняют законов по отношению к вам? Газ. Почему не Даже газ? предупредил. Потому что ты хочешь восстановить мечеть. Старинную мечеть, которую они вот... Ты хочешь восстановить, не будет здесь мечети. Мы здесь поставим часовню, мы здесь поставим памятник Берию, потому что здесь, на этом месте, он нам даровал эту землю. Напротив сделали отдел в доме, где представитель это сельского совета, который сбежал. Он перебрался, Гизель, убийца. На его совести 65 человек убитых. 20 из них до сих пор трупов нету. И он живет преспокойно, его не трогают. Наоборот, он травит на меня. То есть вас пытаются просто выдворить снова, как в 92-м, как в 44-м? Да, меня выдворяли. В 98-м это село снова не сожгли. 30 сентября. В 2009-м выдворили снова. И с тех пор, как только мечети, только разгрузим материалы, все, это милиция забирает, а напротив меня делают. Примерно подскажите, где мечеть должна находиться и должна была построиться вот в районе? Где стояла старинная мечеть. С этого места ушел наш праведник Унтахаджи, а его царская власть, когда забирала, двое ночи он там был. В том числе мой прадед там был. Прадед и Кадырова там был, Ильяс. Владикавказ их забрали. Толмачи были чеченцы, как авдокаты, можно сказать. Они говорили, побирайте больше денег, их отпустят. Как только весной тепло стало, через 3 месяца их с Владикавказской крепости, через Нальчик вывезли, уже народ не знал. Вот на этом месте она стояла там. Старинная мечеть, которая в свое время приняла украинцев, когда голод был. Татар приняла. Именно эта мечеть, медресе, там горская дорога была. Вот именно эту мечеть они сожгли, медресе. Я просто слышал историю про эту мечеть и наслышан из газет, из журналов, из интернета про то, что когда была стройка, да, ваша, туда подбрасывали вам свиные головы, собак, мусор. Это правда, да? 12 тысяч бутылок я туда брал, потому что отдел рядом, пьют, для них это был... Я им там 15 гектаров земли на берегу реки, где Берия любил принимать молочные ванны. Хотя потом он кончил, хотя он обещал... Не молочными ваннами. Да. Нет, обещал он, что он вечно будет, Да, никто из нас не вечен. Да, нет, я говорю, он получил свое. Вы кому-нибудь обращались по поводу строительства мечети, что вам мешают, что вас притесняют, вас выгоняют, сейчас над вами издеваются? Это тотальное, я считаю, издевательство над тем, что сейчас происходит, и беззаконие, бесправие, как обычно. Хотя мне говорят всегда ваши соседи, что зачем я говорю за пригородный район, вы живете там в мире и согласии, что там идеально, что там развитая инфраструктура, а я всех обманываю, что у вас все там супер. То есть никаких проблем нет, я вру и сочиняю. Вот я поэтому с вами и встретился, потому что, оказывается, не все так сладко, как описывают ваши соседи. И самое главное, меня постоянно еще упрекают в том, что я разжигаю межнациональную рознь. Но я считаю, что это не разжигание межнациональной розни, это попытка как-то помочь двум народам, наоборот, прийти к общему знаменателю. Точно. И решить вопросы, проблему людей, потому что там проживают на данный момент как ингуши большинство, так и осетины, ясно. Раз выгнать никто их оттуда не может и не собирается, но просто нужно жить по справедливости и по законам. Почему тогда власти Северной Осетии относятся к ингушам вот так плохо?
Почему они вам не дают там нормально жить, спокойно жить, раз они также за мир выступают? В чем проблема? Вот я сейчас в полном недоумении от того, что вы рассказываете. Кто им давал право? Вы платили за газ? Платил. За воду, за свет? Конечно. Да. Почему они не дают вам там жить спокойно? Потому что ты хочешь мечеть построить. Ты А это не разве даешь. плохо? Нет, они говорят, не для этого вас убивали, не для этого вас жгли, не для этого мечеть разрушали, чтобы здесь жили. Убирайтесь на заранее. Почему вы должны убираться, если вы там прописаны, это ваша земля? Вот в том-то и дело. Я им сказал, у меня дорога на кладбище, больше некуда. Я говорю, я достаточно пожил, больше, чем родители. У меня дорога на кладбище. А вы обращались в Министерство по делам национальности Республики Ингушетия или Республики Северная Осетия по данному вопросу? Все они в курсе. Почему молчат? Потому что Волков здесь турист, который заехал с Крыма. А вокруг него Саговую, Мага, вот это шестерки ингушской халуи, Дударов. Это шестерки. Они выполняют через Москву, Осетия решает и выполняет воли осетин. Там единицы ингуши живут, а другим не дают заехать. А кто заехал, вот делают то, что вот со мной. Мне это дорога на кладбище. Я без пенсии проживу, без ничего проживу. И вагончики – это моя родина. Вот возмутительно, что вам не выплачивают пенсию. Вы же на протяжении своей жизни занимали хорошую должность, официально Есть начальник работали. милиции мне в глаза при всех присутствии властей сельского совета, депутатов говорит, мы же тебе пенсию не даем. Что тебя здесь держит? Мы тебя, Значит, это концами закроем. Да. Цепи забрали. Город. Начали угрожать. Я говорю, что мне угрожаете? Я говорю, молодой я вас не боялся. Мечеть будет. Хотите вы, не хотите? Я говорю, по воле Всевышнего мечеть будет там стоять. Это старинная мечеть. Его разрушал в 18 году Бичерахов. Отряд Арсханова Газыра, вот герой гражданской войны, он родом с нашего села, родственник. Они его в Махачкале повесили. Когда с белыми дрались. Его Сталин разрушал. Галазов в 92 году разрушил, сжег. Остальные это шестерки. Все равно она будет, иншаллах. Да, даст Бог. Это же Божий дом. Мы против. Мы никогда не говорим весь народ плохой. Немцы на оккупированной территории не делают то, что они вытворяют. Да, есть у них они шестерки, которые с ними, им и дают и деньги, и кредиты, и все. Есть. В селе, в нашем селе 7 раз один осетин 7 раз парней ранил. Один тот же, он герой. Ни одного дня его не посадили. Наоборот, вот эти их из нашего этого Минаса ингушский приезжает, чтобы простили каждый раз. А если хоть одного ингуша ранил бы, он лет на 10 загремел бы. Да, и еще, кстати, по поводу мечети. Я был, когда в Карца, там тоже стоит мечеть, но не разрешают пользоваться азаном, призыв на молитву, да, у вас же 5 раз, по-моему, призывают на молитву. Якобы он мешает спать местным жителям, а точнее, вот там на улице на одной живут ингуши, на другой улице живут осетины. Что им мешает спать, что это не нужно делать. И в итоге азан не работает. Нет. Почему вот тоже? Кирилл выступал один раз, ему давали вопросы. И его зам есть такой молодой, который светским, я имя забыл. Он диктор сидел, и он сказал, ему задают вопрос, он говорит, если призыв азана мешает, пусть они переезжают. А если, говорит, призыв, нет, если церковь, когда колокола звенят, если кому-то колокола мешают, пусть тоже переезжают. Вот и все. Ну да, согласен. Они оккупировали чужую территорию уже почти 80 лет. В 92 году, когда все было решено, когда Верховный Совет принял, обманным никто не сделал то, что нами сделали, геноцид. 270 трупов до сих пор не отдают. Хотя даже албанцам американцы помогли захоронить своих людей. Показывали на весь мир, когда они трупы хоронили. Вот так мы и живем.
И они говорят, мы 5-миллионные Грузию на колени поставили, а вас 500 тысяч. И отсюда мы вас выгоним. Да, это несправедливо. И вот хотелось бы, наверное, в завершении, есть у вас просьба или даже такое обращение к людям? Я знаю, что, ну и вам скажу, что меня смотрят разные люди по социальному статусу, по значимости вашей республики и за ее пределами. Есть серьезные, есть меценаты, есть простые люди, как мы с вами. Может быть, вы обратитесь, кто-то поможет в решении вашего вопроса и мечеть Абсолютно достроит. никогда я на руку не претендовал. Я сам помогал, мне были возможности, я работал всю жизнь, родители работали. Армяне тоже говорили, что Карабах и мечети не будут возрождаться. Возрождаются. Я много раз бывал в Баку, там и церкви все работали. Даже поп выступил, сказал правду. Вот когда события были, что русских здесь не трогают, церквей не трогают, евреев не притесняют. Никогда мы от своей территории не откажемся. И все равно мы от своей территории ни одну метр им не оставим. Даст Всевышний. Мы на это рассчитываем. И, наверное, самое главное, что вы можете пожелать будущему в Республике Ингушетии? Дай Бог, людям? чтобы она расцвела на нашей крови. Она выстроена. Есть те, которые с Миннасом работают, другие, которые алчные. Ну, в каждом народе есть. Аллах его накажет. Мы на судный день мы отдали. А мне вагончик устраивает. А может быть, все-таки вместо вагончика нужен ваш дом? У вас же там есть ваша земля? И Фундаменты, да. основы, все стоят. Там, то есть и там никто сейчас не находится? Просто... Я там во дворе. А, вы во дворе в этом? Вагончик там стоит. Вон оно Все разобрали. Все. А дом весь разобран. Не то, что дом, не то, что у меня. Сады даже они разгребали. В 98-м они второй раз село наше сожгли. В 2009-м меня снова выгнали. Вот такая трагедия у нас. Мол, история, это мечеть, историческая мечеть, она не будет, мол. А стенам не нравится. Захватив чужие дома, имея в Южной Осетии дома, и здесь два статуса, им не нравится. А мы должны терпеть. И вот этот, немцы не делали на оккупированной территории то, что они вытворяют. Да. А руководство Ингушетии молчит. Оно занято. Один приходит, президент свое окружение кушает. Второй пришел. Так вот я Все хотел... эти генералы, ни одного хозяйственника нет. Хотел и обратиться, чтобы по закону обратили внимание все-таки и власти Северной Осетии, Республики Ингушетия, и по закону решили как-то все эти вопросы недопонимания, как можно запрещать строить мечеть. Для меня это вопрос. Потому что почему? в парламенте Ингушетии сидят их шестерки. Потому что у них, как говорится, они наворовали все, они должны молчать, чтобы ими свои вопросы решать. Вот поэтому. Надеюсь, что все-таки справедливость восторжествует, и вопрос этот решится, и те люди, которые посмотрят этот выпуск, обратят внимание на вашу проблему. Благодарю вас. Да. Благодарю вас. Спасибо. Вот, да, от Бога, как говорится, все. От Бога и Богу мы придем. Да, самое главное, чтобы кровь больше никогда не проливалась на этих землях. Никто не хочет проливать. Мы тогда не хотели и не знали, что с нами так поступят. Геноцид, который устроили нам, в 88-м армяне сделали азербайджанцам. Оттуда они это взяли, принесли сюда и сделали здесь нам. Стариков, женщин, детей убивали, жгли. Я был на вашем кладбище. Да. Головы женщинам отрезали. Я их хранил. Зашивали живот. Детей свиньям бросали. Что это? Разве можно забыть? Нет, конечно. Если они думают, что если милиция там, ну, вечного ничего нет. Мы не боимся. Умрем, значит, следующие будут. Ну вот, кстати, прямо сейчас мы перенесемся на то самое место, где похоронены и вообще посвящен мемориальный комплекс жертвам осетино-ингушского конфликта, этого геноцида 1992 года.
Я здесь хожу, смотрю фамилии на кладбище, на надгробных плитах и камнях. И знаете, что я тут заметил? Мне даже не по себе чуть-чуть стало. Здесь, видимо, убирали с могил траву, да, лишнюю. И я увидел вот эту литовку. Только смерти не хватает для нее. Это жутко на самом деле на кладбище. Надеюсь, мне еще не скоро. И смерть, эту старуху с косой, я увижу еще не скоро. Ну, как говорится, на все воля Бога. Но мне пока еще рано сюда. Я еще ничего не сделал в этой жизни. Я пока не собираюсь. Я только делаю что-то полезное, что-то стоящее. Если судить по надписи на этом надгробном камне, то можно сделать выводы, что тела уже нашли после осетино-ингушского конфликта и предали их земле. Вот написано: неизвестный мужчина похоронен 19 апреля 1993 года. Скорее всего, человек, да, этот мужчина, который покоится в этой земле, был обезображен. Поэтому его не узнал никто, ни из родственников, ни из людей, ни из местных жителей. Рядышком здесь же точно такая же могила, где написано, что здесь похоронен тоже неизвестный мужчина, 25-30 лет, ростом 165 сантиметров. Я прям подойду поближе, покажу, что я не обманываю. Видите, написано рост 165 сантиметров, 25-30 лет. Тоже его не опознали. Вы понимаете, какая это катастрофа и трагедия, а самое главное, боль ингушского народа. И понятно, что каждый раз, когда я про это говорю, напоминаю, многим больно смотреть, больно вспоминать. Но об этом забывать нельзя. Это история, это трагедия. Не нужно больше допускать ошибок прошлого. Нужно быть мужчиной, понимаете, самое главное. А не истеричка, как Галазов, который устроил всю эту бойню и окончательно поругал два народа, которые живут по соседству друг с другом. А сейчас особенно впечатлительных я прошу перемотать немножко этот блок, потому что я буду показывать вам могилы и зачитывать надписи на надгробных камнях очень ужасного содержания. Для некоторых просто это будет больно смотреть, но нужно это сделать. Я блогер все-таки объективный, справедливый, честный, и не мог никак не пройти мимо, например, надписи «Неизвестный ребенок», понимаете? То, про что я вам говорил. Дальше. Неизвестная обезглавленная женщина, 50-55 лет. Была здесь похоронена 13 декабря 1992 года. Дальше опять неизвестный мужчина, 20-25 лет, похоронен 12 ноября 1992 года. И видите, все пронумеровано. 4 – это обезглавленная женщина, 5 – бедная эта женщина. И вот эти все желтые памятники, в принципе, как я здесь выяснил, к сожалению, у меня нет проводника, я здесь сам по себе, и я знаю историю осетино-ингушского конфликта, поэтому уже как бы могу говорить без подготовки. Ужас! Вы понимаете, что здесь происходило в те времена? Еще меня за это ругают, еще за это меня вызывают в Центр по борьбе с экстремизмом, в прокуратуру. За что? За историю, за то, что здесь было. Не я же выдумал. Есть постановление, повторюсь, Генеральной прокуратуры Российской Федерации о событиях осетино-ингушского конфликта. Все документы в официальном доступе. Ну вот посмотрите, неизвестный мужчина снова. 17 марта 1993 года. Неизвестная женщина. 1992 года здесь похоронен. Здесь вот за кустами клена опять неизвестный мужчина. Там уже краска стерлась, похоронен неизвестно. В общем, много здесь таких могил. Ну, напишите мне в комментариях, если вдруг я не прав. Напишите, что я лезу не в свое дело. Ингушетия – это моя Россия, это моя страна.
Этот народ также воевал, в том числе и за мое будущее, за будущее моих детей и так далее, на фронтах Великой Отечественной войны. А с ними так поступили. Взяли их, депортировали в Среднюю Азию за ни за что, получается, абсолютно. Вы знаете, сколько ингушей, а знаете, сколько чеченцев было на фронтах войны? Они защищали Брестскую крепость. Их фамилии высечены на камнях в мемориальном комплексе Бреста. Кстати, посмотрите мой блог. Почему я должен говорить против этого народа что-то? Почему я должен идти против истории? Почему я должен идти против закона о реабилитации репрессированных народов? Нельзя так. Давайте быть человечнее. Давайте быть объективными. Я к этому всегда призываю. Я за мир. Я хочу, чтобы жители Северной Осетии наконец-таки поняли, к чему привел тот раздор, то недопонимание, та провокация местных властей. Вот к чему привело. Сколько душ теперь страдают. Они без вести пропавшие, они не установлены. Сколько родственников, сколько матерей потеряло своих сыновей. А сколько людей погибло, когда они спасались от этого конфликта там, в горах Республики Ингушетия. В ноябре месяце шли по холодной реке. Ну, действительно, это несправедливо. Друзья, у меня прям какая-то мистика здесь на кладбище происходит. То косу увидел, теперь черного кота. И вообще, меня постоянно коты везде преследуют, где бы я ни был. Хоть за границей, хоть в России. Заметили это? Очень странно. Любят меня коты и кошки, да? Я тоже их люблю. Хорошие. Здесь, на этом кладбище, каждый надгробный камень пронумерован. Вот этот, например, камень под номером 4. И здесь таких камней я нашел 12. К сожалению, как я уже сказал, я здесь один, со своими знакомыми, правда, но они тоже не, как говорится, не знают. И здесь впервые некоторые из моих знакомых. Только 12 я нашел пронумерованных камней, что обозначает, что эти люди, они были, в общем, неопознаны. Их тела были обезображены настолько, что ни один житель Ингушетии их не опознал. Ну, наверное, самое в этой истории страшное — это то, что умирали дети и погибали, их убивали просто. Это, наверное, самое страшное во всей этой истории. 29 лет прошло с момента осетино-ингушского конфликта, который произошел в октябре 1992 года между осетинами и ингушами. Этот конфликт был спровоцирован Галазовым. Началась стрельба в пригородном районе, в Карца, в Октябрьском. Естественно, ингуши по сарафанному радио узнали, что стреляют по домам их родственников, по домам их братьев и сестер. И, конечно же, они собрались быстро очень и мигом рванули в пригородный район, в Октябрьское и в Карца, там, где была стрельба. И их не пропускали через пост. И единственное, что они ночью захватили, это тот самый пост. Мирное население, как это везде распространяют, они не трогали. Ни одного человека они не убили. Они просто захватили пост для того, чтобы пройти к своим братьям, сестрам, своим родственникам. Самое несправедливое во всей этой истории, что про Беслан знает вся страна, про эту большую трагедию. А про то, что устроили этническую чистку над ингушами, знают единицы. И я, опять же, про это узнал из своего путешествия по Ингушетии, от ингушского народа, от людей, которые пережили эту трагедию, от людей, которые не смогли сдержать своих слез. На самом деле это все ужасно. Еще раз повторюсь, я надеюсь на понимание, на объективность. И дай Бог, я знаю, что меня и мусульмане смотрят, дай Аллах, чтобы больше такого никогда в моей стране, в нашей стране, на этих землях, на Северном Кавказе, да и нигде в России подобного не повторилось. Как узнали, что я здесь снимаю выпуск, и пришел смотритель кладбища, который пригласил меня на обед. Насколько, видите, высокое гостеприимство. Даже на кладбище меня приглашают.
И самое главное, я вам хочу сказать, вот мне некоторые люди пишут, ты не боишься по кладбищам ходить, ты даже, говорит, ночью в Яндере на кладбище был. Бояться нужно не мертвых, бояться нужно не живых, а бояться нужно Бога. Надеюсь, что вот этот пазл однажды сложится, потому что есть закон о реабилитации репрессированных народов, который должен быть по отношению к ингушскому народу полностью исполнен, а в этом должна помочь народу местная власть. И дай Бог, чтобы это произошло, потому что именно в их интересах, чтобы мир был не только на Северном Кавказе, но и во всей нашей стране. И самое главное, чтобы войну никогда в этой жизни не видели наши дети. Вот так несправедливо обошлись 29 лет назад ко всему ингушскому народу, который пострадал от осетино-ингушского конфликта, и до сих пор эта боль в их сердцах не зажила. И перестаньте меня упрекать в том, что я это делаю ради денег, ради хайпа и так далее, что я зарабатываю миллионы. Никаких миллионов я не зарабатываю. В прямом эфире Инстаграма я показал свой заработок. 10 тысяч рублей со встроенной рекламы Ютуба и плюс 5 тысяч от ваших спонсорских подписок. Каждого спонсора в конце ролика я показываю. У меня все прозрачно и открыто. Зарабатывать я только начну тогда, когда буду рекламировать вот здесь, перед началом любого влога, да, либо прямого эфира, какую-то технику или еще что-то другое. Например, Sony бы попросила меня прорекламировать и заплатила бы мне за это деньги. Тогда да, можно будет заработать на этом. А так, нет, конечно. Что касается донат-системы, то там тоже не такие большие суммы. Про какие вы миллионы говорите, не знаю. Что касается хайпа, очень странно, что заходишь ко мне на YouTube-канал и видишь в списках Украину, Чехию на первых местах, но никак не Ингушетия. Вот там Казахстан у меня в топах. Так что делайте выводы. За хайпом я не гонюсь. Я просто делаю по душе. Я делаю то, что нравится и моим зрителям, да. Я про них не забываю, про их интересы. Я все-таки блогер, не только показываю то, что мне интересно, но также и то, что моему зрителю интересно. Это же мой авторский канал, это нормально абсолютно. И вот каждую субботу я здесь рассказываю про жизнь на Северном Кавказе, про Ингушетию. Это мой выбор, это мое право. И ничего противозаконного я не делаю. Единственное, когда же вы уже поймете, прежде чем что-то я буду рассказывать и показывать, я поеду и полечу в это место. Вот как, да, сейчас вы увидели. Встречусь с людьми, пообщаюсь с ними. Поеду в те места, которые являются фактом, понимаете, тех событий. Как, например, вот это кладбище, которое я посетил. Потом что-то почитаю в интернете, что-то найду в официальных источниках. Все это объединю и выдам вам, как сейчас. Я просто не имею права лгать и врать. Я все-таки живу по закону, статья 29 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует мне свободу слова, а также я имею право распространять любую официальную информацию, которую я взял из официальных источников, естественно. Вот. Так что прекращайте. Но если вам понравился этот выпуск, то поставь ему лайк, подписывайтесь на мой канал. И, друзья, смотрите мои ролики, все будет зависеть от вас. Если ваша активность будет очень низкой, тогда я прекращу просто делать что-то подобное, да, и выпускать подобный блог, раз вам не интересно. Все зависит от вашего интереса, все в ваших руках. С вами я не прощаюсь, я говорю вам до встречи, встретимся в понедельник. В понедельник снова отправимся в солнечную и гостеприимную Грузию. Не пропусти.